Первый объект, который посетил президент Рауль Хаджимба – Тхуарчалская центральная районная больница, которая была построена еще в 50-х годах прошлого века. Проект реконструкции предусматривает капитальный ремонт и строительство 4 отделений больницы – терапевтическое, хирургическое, акушерско-гинекологическое, педиатрическое. Кроме того, здесь предусмотрена и поликлиника. На данный момент в здании ЦРБ уже проложены все коммуникационные системы, подведено электро- и водоснабжение, завершаются отделочные работы. Общая проектно-сметная стоимость всех работ составляет 258 миллионов рублей. Капитальный ремонт больницы планируется завершить к концу текущего года. Были проведены работы по установке датчиков сигнализирования, пожарной охраны, новой проводки электричества, вентиляция готовится к завершению, ждем пожарные клапана. Ламинарные потолки должны на следующей неделе приехать. Это спецпотолки, которые будут установлены в оперблоках, которые очищают воздух на 99%. Более половины корпусов ЦРБ по отделочным работам уже практически на стадии завершения. Остались у нас половые плиты и откосы дверные. Здание многопрофильной больницы рассчитано на 49 коек, плюс 15 мест в инфекционном отделении. Каждая палата будет оснащена новым, необходимым для стационарного лечения оборудованием. Тхуарчалская ЦРБ обслуживает не только город, но и еще 11 сел района. Несмотря на то, что идет реконструкция, работает у нас рентген-кабинет, УЗИ обследования проводятся. Все обращаются к нам за первичной помощью, и с начала года нами принято в приемном покое более 3000 человек. Мы надеемся, что в перспективе у нас молодые специалисты к нам придут узкого профиля трудоустраиваться. И думаю, конечно, в новых условиях мы еще лучше будем работать, принимать пациентов. Затем Рауль Хаджимба посетил школу номер 5 имени Алексея Аршба. В школе на пожертвование мецената из Черкесска Олега Аргунова был начат ремонт. Строители завершили внутренние отделочные работы. Осталось заменить окна и двери. Всего в школе обучается порядка 100 учеников. Директор учебного заведения надеется, что после ремонта будет много желающих учиться в школе номер 5 города Тхуарчал. Основная часть работ уже заканчивается, уже остается последняя финишная шпаклевка и покраска кабинетов и коридоров. Когда условия занятий в школе улучшаются, надежда всегда остается, что пополнение в школе будут. И у нас на самом деле ожидается несколько десятков человек, которые могут появиться у нас в школе, в других школах. Следующий объект, который осмотрел глава государства – центральный рынок города Тхуарчал. Строительство нового помещения рынка было начато в 2017 году за счет средств республиканского бюджета. В новом помещении рынка предполагается разместить более 140 предпринимателей. Здесь будут созданы все необходимые условия для комфортной работы. Еще одна хорошая новость для жителей Тхуарчалского района. 6 новых автобусов пополнили местный автопарк. Автотранспортные средства были приобретены в рамках инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии. Сложно очень было, потому что автобусы междугороднего сообщения часто ломались в пути. Это, конечно же, доставляло неудобства пассажирам, но теперь я думаю, что будет все нормально. Район получил 6 автобусов, 2 из них это школьных автобуса, 1 мы оставляем в городе, 1 мы передаем Агубедийской средней школе. Остальные 4 автобуса у нас, в связи с тем, что у нас проблема с междугородним транспортом, мы их переориентируем на междугородние сообщения. Строительство дороги в селе Беди от Тхуарчалского района началось в 2017 году. На эти цели инвестпрограммой было предусмотрено 58 миллионов рублей. Общая протяженность всей дороги 11,5 километров. 7 километров уже заасфальтированы. Закончить строительство должны были еще в конце 2018 года. Однако в ходе работ выявилось, что 4 небольших моста находятся в аварийном состоянии. И прежде чем приступить к асфальтированию оставшегося участка дороги, нужно заново построить эти мосты. Необходимые средства были изысканы из республиканского бюджета. Кроме дороги здесь очень много ползневых участков. Более 5 подпорных стен построили. Субподрядной организацией здесь были 2 организации. Одна это «Берегозащита», которая занималась подпорными стенами.
И вот сегодня вы видите, это Абхазрегионстрой, который занимается прокладкой асфальтобетонной смеси. Мы планируем до 7-8 числа положить покрытие. И до 10 августа мы подсыпем обочины, приведем в порядок кюветы и уйдем с этого объекта. В завершении поездки президент подвел ее итоги. Объекты на стадии уже завершения. Надеюсь на то, что и вопросы, связанные с темой и рынка, вопросы, связанные с теми объектами, которые вы видели, это больница, школа. И самое важное сейчас для всего нашего населения – это дорога. Дорога делается, пройдено уже порядка 7 километров, и где-то числа 10-го будут завершены все эти работы. И у города Тхуарчал будет уже соответствующая коммуникация, которая позволит связать в большей степени села района с городом. Тем более, что там создаются определенные инфраструктурные возможности, которые позволят городу жить по-другому. Это вопросы, связанные с улучшением бюджетных возможностей самого города, района. Все это даст соответствующий положительный результат и в строительстве нашего государства, и, конечно, и в социальных аспектах для самих людей. Появление в Тхуарчалском районе новых социальных объектов имеет большое значение для жителей. И как было отмечено по итогам поездки, все работы должны быть выполнены качественно и в запланированные сроки. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Алексей Баструков. Абхазское телевидение.